Мама посадила в машину всех детей, включая меня. Сама она осталась в Киеве. С территории моей страны сюда пришли войска. Если нас тут не будет, если мы сегодня отворачиваемся от Украины, то в учебнике истории школьные украинские пишут белорусы-агрессоры. А я вообще-то по своей структуре революционер. Каждый хочет помочь, а мы придумали историю, что белорусы могут донатить свой час. И в этом доме мы уже стали принимать людей из-под оккупации. Это же, конечно, не все, и это даже не все те, кто одновременно жили. Я уверена, что те люди, у кого не сходились с нами политические взгляды, они поймут, что нам сегодня не важно, за кого голосуют они или за кого голосуем мы. Мы должны уметь жить вместе. Я в 25 лет развелась с мужем, я осталась одна с ребенком. У меня неплохой муж, там все типа нормально, просто ты такой приходишь к сознанию, что ты самостоятельный человек. Я начала работать. Я пошла в Онегу аудитором, это не секрет. Причем я такая посмотрела, если я чего-то хочу, реально хочу, я это делаю. Да? Я пошла аудитором в Онегу, не имея на то образования должного. Вот. Проработала год, и моя начальница мне говорит: Лен, надо, чтобы ты пошла на вышку. Все, я пошла получать уже высшее образование экономическое. Мне 25 лет, у меня на руках ребенок, я в заочнике учусь, работаю аудитором. Ты такой понимаешь, что за меня не делает ни мама, ни государство, никто. Я себя делаю сама. И я помню, начинается корона, я ответственно подхожу сама, как человек своей жизни. Да? Мой ребенок не может заболеть короной, у него одна почка. Значит, я делаю все для того, чтобы изолировать его от общества. Сначала дома, потом добиваюсь санатории, чтобы он находился в изоляции, да, у нас страшная корона, эпидемия. И потом самый прикольный день в моей жизни, когда мне звонит моя подружка и говорит: Лен, надо пойти срочно на выборы. Я говорю: какие выборы? У нас в стране выборы. Я говорю: слушайте, у нас страна без выбора, и какая разница, вот эти все выборы, все. А потом сама себе сижу на работе, все же там выборы обсуждают, все же вот эта корона, вот это все. И я такая думаю: не может же быть беззакония в нашей стране. И я подаюсь в независимые надзиратели на выборах. Я не считала, что Лукашенко или Тихановский или еще кто-то изменит мою жизнь. Но когда я видела, что делают силовики в Беларуси, мне уже было пофиг, что голос украли. Я забыла, что были выборы. После третьего задержания она как-то раз выходит на улицу, садится в машину, чтобы ехать на работу. К ней в машину садится 3 мужика в черных масках, начинают жечь волосы и говорит то, что меня в детдом отправят, но ее в тюрьму. Вот так. Потом мы уехали. В Киеве сначала нам было некуда идти, и нам помогла Наста Базар. Приютила на несколько дней. Потом мама снимает квартиру. Мама начинает уже вывозить белорусов. То есть это маленький промежуток времени, может. 3 дня мы пожили в этой квартире, и мама уже начала этим заниматься. Потом уже переехали в частный дом к Степану Тимофеевичу, он нам сдавал дом. Вот там я не была уже год. Там я жила раньше на чердаке. Когда мы не влазили. И тут раньше было много-много матрасов, а теперь нема. Теперь уже так, если только кто-то приезжает переночевать. Мы надуваем, бывает, если много совсем людей. Здесь сейчас живут только волонтеры, которые приезжают. И наши боевые бойцы, которые на ночь, на 2 с боевых, когда приезжают, они могут переночевать. А так живу я тут одна. Тут тоже живут волонтеры наши. Было время, когда нас тут жило много, конец 22-го года, когда еще, непонятно было, что. А так, там все наверху, типа матрасики, еще что-то. А тут уже живу я одна. Я не решила заняться волонтерством, и до полномасштабной войны я, в принципе, не считала себя волонтеркой. И, наверное, сейчас не очень считаю. А я не решила, что они сюда приедут. Так просто получилось. Просто им некуда было идти. Просто я сама была в такой ситуации. И все, и так сложилось. Один позвонил, второй, сарафанное радио стало работать. Коли почалася ця бодяга в Білорусі у 20-му році, я слідкував по комп'ютері, по телевізору. А я, взагалі-то, по своїй структурі революціонер. Я в себе в Києві всіх 5 революцій пройшов. Останнє я чуть не попав
Небесну Сотню. Я воював на Майдані разом з вашим Женевським. Якось я взагалі люблю людей. Це моя, від мене ніхто не може віднімати, тому я і так, коли ріелторша привела Єлену Олександровну і розказала, скільки буде йти через цей будинок, ну, я згодився. Ну, і вони йшли, звісно. Но ее хранит Степан Тимофеевич для себя. Ну, это мы ему и дарили, и он хранит ее. Это же, конечно, не все. И это даже не все те, кто одновременно жили. То есть вот тут Егора, ну, короче, здесь еще много тех, кто жил в Одночасово. И они не попали в кадр, бо их не было или дома, или еще что-нибудь. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. У меня, наверное, мы начинаем СВО, будет до конца дней в голове звучать, потому что у нас там дом прямо смотрел на родину мать на левом берегу. Я слышу взрывы. На тот момент я побежала на улицу. Мама посадила в машину всех детей, включая меня. Сама она осталась в Киеве. Я за нее очень переживал и всегда переживаю. В тот момент, когда началась война, вот когда мы выезжали из Киева, во-первых, были огромные пробки на заправке. На заправку было невозможно заехать, там были и очереди. Мы когда приехали на границу, там, может, 1000 людей, может, больше нагрушили. И ни воды, ни еды, вообще ничего нету. И мы вот с ребятами, с которыми приехали, высадили белорусов, которых отсюда вывозили из Киева. И я говорю, поехали за водой. Потому что, все понятно, но там грудные дети, понимаете, маленькие. И все, и мы начали возить воду, еду. И я говорю, Назарушка, я поеду воды привезу, и мы пойдем. Ну, а сама уже Оксане, всем девочкам говорю, что я не вернусь. Я остаюсь здесь, с Украиной. И до последнего белоруса я тут буду, потому что кто еще будет их вывозить? Не потому что я единственная, а потому что каждый из нас должен взять ответственность. И все. И я осталась тут, потом осталась во Львове, потом... Во Львове мы сняли дом, уже мне помогали украинцы, которые помогали оплачивать этот дом, и белорус наш, Виталик, вот он оплачивал этот дом, потом он узнал, что со мной произошло, они передали мне денег во Львов, мы там сняли дом, и в этом доме мы уже стали принимать людей из-под оккупации. Когда я только приехал в Польшу, со мной была Светлана, это подруга моей мамы, еще из Беларуси, мы ее знаем. С нами жила в Заводском районе. Ну и был еще один белорус, которого мы вывезли одним из самых первых. С ним я все еще общаюсь. Он жил со мной вместе тогда на кухне еще на первой квартире. И когда мы выезжали, я был в основном с ним. То есть он всегда был со мной, потому что я проезжал границу, у меня была доверенность. Я была в Белостоке. Снимали мы дом, там жили у нас беженцы из Беларуси, из Украины. И увидела в чате Белостока запрос от украинцев, что нужно, чтобы кто-то помог машину перегнать. И я попросилась, говорю, я могу. Они говорят, ты не можешь, ты там белорусская, и вообще, женщина, что это такое? А потом оказалось через 3 дня, что больше некому было. И все, и я погнала первую машину до границы. Я так пригнала одну машину, вторую, третью, пятую, а потом уже, наверное, 50. А потом запрос от хлопцев, у нас не хватает водителя, давайте найдем, у нас много белорусов. А потом у меня уже за 150 вместе там со всеми. Ох, ё-моё. Сейчас будет самое... Эта машина из Варшавы, пригнал белорус наш ее для подроздела. Мы не знаем подроздела, мы не спрашиваем. То есть нас для армии, мы уже потом нам присылают фотографии с фронта. Раньше их перекрашивали, сейчас машины не перекрашиваются. И не только бусы, но и легковые, и все по понятным причинам не перекрашиваются, потому что они находятся на передке, и не обязательно кому-то знать, что это машина военных.
Выжить белорусу в эмиграции тяжело, да? У нас нету ни родины, ничего нету. И каждый хочет помочь. А как ты можешь помочь? Ну, что ты можешь сделать? Ты можешь задонатить свой час. И мы придумали историю, что белорусы могут донатить свой час. На автобусе сложно. Я пригнала 2 автобуса. Категория прямо Д. Но по территории Польши нельзя было, конечно. А по Украине я уже и на автобусе покаталась. В Харьков мы гнали для эвакуации. Но это круто. Вот впечатления после автобуса невероятные. Я звонил маме каждый день, спрашивал, все хорошо или нет. Ну, она говорила, что все хорошо, а я сижу и вижу карту. Ну, была карта, что бомбят, какие города бомбят. Я смотрю на карту, ну, понятно. Это офис волонтерско-украинского центра «Сустреча». Мы сюда призываем белорусов, чтобы приходили. Ну, здесь обсуждаем все насущие проблемы, которые у нас есть. Наши волонтеры все работают, поэтому мы вот так решили, что будем финансировать себя сами. Как я могу быть не тут? Я хочу домой. Это прям важно. Украина спасла меня. Здесь есть целая куча людей, которые не виноваты в том, что происходит. И, наверное, не всегда знают, что делать, и не всегда могут там делать определенные вещи, даже там те же машины перегонять, да? Мы можем это делать, почему нет? Плюс есть такое большое клеймо на белорусах, это 24 февраля. Это день, когда с территории моей страны сюда пришли войска. И отговорки Лукашенко, что они там домой захотели через Киев пойти или еще что-то, это дешевые отговорки. И белорусы должны понести коллективную ответственность за эту войну. Кто-то тут был волонтер, кто-то тут был доброохотник. Плохое запоминается навсегда, да? И если нас тут не будет, если мы сегодня отворачиваемся от Украины, то в учебники истории школьные украинские впишут белорусы-агрессоры. Впишут только Лукашенко и только то, что он позволил это нападение. Не в крови должны быть белорусы. И это только мы сможем убрать. В Украине мы посетили, наверное, 5 или 7 детских домов, где детки загинувших доброохотников, вояров украинских, вот, дети-сироты. Мне удалось побывать в Херсоне, мне удалось побывать во многих городах Херсонской области, но это когда Каховская ГЭС бомбанули. Это детки, когда мы в детдом приезжаем, они нашим доброохотникам рисуют вот такие картины. И уже все больше и больше они просто в гостях выучили нашу. Я уже не знаю, сколько мы таких картин привезли сюда. Ну, такие. О, и стяг белорусский. Мама, изначально она, не знаю даже, она всегда всем помогала. Абсолютно всегда и всем. Даже когда белорусы плохо про нее говорили, она, тем не менее, помогала. Я могу сказать, что она изменилась, только если у нее немного изменилось отношение к белорусам. Потому что некоторые себя ведут очень по-свински и некрасиво. Но так прям особо масштабных не сказал бы, что много изменений. В политику больше ушла в связи с тем, чем она занимается. Я считаю Беларусь своей родиной сейчас больше, чем раньше. Я безумно люблю Беларусь, я безумно люблю белорусов. Я уверена, что те люди, у кого не сходились с нами политические взгляды, они поймут, благодаря нам, потому что только мы сможем это донести, они поймут, что нам сегодня не важно, за кого голосуют они или за кого голосуем мы. Мы должны уметь жить вместе. Вот люди, которые голосовали за Лукашенко, они должны понимать, что у меня другое мнение. Но это не значит, что я не имею права жить в своей стране. И точно так же, когда когда-то вдруг к власти придет какой-то другой человек, это не значит, что те, кто голосовали за Лукашенко, они не люди, и их надо ненавидеть. У них есть свое мнение, пускай они с этим живут. Мы можем им доказать либо обратное, да, что Лукашенко ошибался или они ошибались, и показать им другую жизнь, либо принять их мнение. Поэтому я уверена, что мы сможем. Тяжело, но сможем это сделать. И пришла эта Россия, и там, где вот оно было самое-самое уязвимое, да,
Это Херсон, это Донецк, Луганск, и они начали туда херячить. И я хочу, чтобы каждый белорус понимал, что если мы сегодня не найдем у себя общую точку Беларусь, вот прямо это наша страна. Давайте, можно друг друга не любить, вообще не надо никого любить, да, можно любить своих родственников, надо любить свою страну и ценить наш суверенитет. И только так мы его сможем сохранить. Потому что сегодня выехали те, кто против Лукашенко, остались те, кто за Лукашенко, да, и те, кто против, они там кое-как пытаются жить, чтобы их там не убили. Кто этим воспользуется? Ну, только идиот не понимает, что здравствуй, Россия, здравствуй, русский мир. Я сейчас приду туда, где тонко, там же, где я разбил эту Украину. Что бы ни доносил Лукашенко, что бы ни доносил Путин, любой здравомыслящий человек понимает, что происходит в Украине и почему оно так происходит. Поэтому я поеду домой, потому что мы будем много-много объяснять белорусам, что мы не враги.